Хатарского коллегатша, Еха, Жуар, Рейзера, Айха Галачи Мепсвейт, а комитеты и Латпара, Ехепи, Айкшера Зызку, Хакусику, Азара, Хучик, снова Шаверстаху, и Шифдеруэпш, Декабрь Мзазы, Иса Зашипсазы, комитеты и Латпара, Ными Псваз, а Псныжилар, а депутатша Рыбжара, Ихалаз, Аймак Яхкана, Ихалейт, Айча Хысра. Айча Хысра, Яхкана, Тахейт, Абснежилар депутат, Баланзе, Вахтанг Владимир Ипа, Ахра Йовит, Кварча, Кан Валерий Ипа. Ачкера Казаз, Ихатараша Кургулов, Абснежилар депутат, Абснежилар Резера депутат, Харазия, Адгур Рафет Ипа. Яха, Ишахдур Ваепш, Аусура Кумепсвейт, Амчра структура имя Пыргойт, ей вейпшим. Аусурака, Ачкеура Ихалаз, Инадхалана. Убрекнут, Яха, Инырц Олана, Инартпана, Халат Шабер Хтакуб, Яха, Ишахдур Ваепш Хубаа, Хумазиндрихане, Ицахейт, Цита Бретагула Зашик Алейшти. Убрекнут, Амчра структура имя Пырго, Аусурака, Ицеги, Хаважлари Рахарт Епш, депутат Шей Рахарт Епш, Инырц Олана, Аткулара, Закахтот Хас Буянакой. И Харат Заги, Иначли Азгастар Стахуб, Пснежла Рейзера, депутатша, Ариус, Хацкуларада, Ишанар Мижва, из Банзар, Дара Закразазгу, Усна, Якуб Апсна, Хюнкарраджа. Уядеги, Язгастар Стахуб, Яха, Кутола Кыта, Яку, Аважлар, интеллигенция, Дарадза, Агунам Зарадер Пшвейт, Абри Ихалаз Ахтыс, Ахацкулара Язгна. Уядеги, Кутол, Айбашта, Ветеранша, Вахтан Гуланзия, Ици Башваз, Ауажлар, Ргунам Зара, Ахюнкара Гана Хала, Ахюнкара и Хабыра Гана Хала, Амшта структура Кваргана Хала, Ядер Пшва, Азараква, Рула Шавера, Яхтопхани Сапхазойд. Убриакнут, Яха, Ашауха Пус, Шахдур Ваепш, а прокурор Хада, Анапхгараитот, ей вейпшим, Адсаква, ей вейпшим, Азараква, Ук Юргулойт, Аус, Анак Заразыхун, министр Аус Бартачапха, Ашартадрат Мацура, Ачапха, Убриакнут, Тахара Кахцойт, Уицас, Насала Шавера Мепахгарс. Следственным управлением Генеральной прокуратуры Республики Абхазия расследуется уголовное дело номер 324/816, возбужденное 21 декабря 2024 года в отношении депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия Харази Адгура Рафетовича по признакам преступления, предусмотренных пунктом Е в части 2 статьи 99, части 3 статьи 29, пунктом Е, части 2 статьи 99 Уголовного кодекса Республики Абхазия. То есть по факту умышленного убийства общеопасным способом депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, Голландия, и покушения на убийство общеопасным способом депутата Народного собрания парламента Республики Абхазия, Кварча. По данному факту было возбуждено уголовное дело 21 декабря. Сам факт имел место 19 декабря. Вы понимаете, что в связи со статусом депутата и особым порядком производства расследования уголовного дела мы обратились в Верховный суд и в парламент, и дано было согласие на возбуждение. По делу собрано много материала, уже набирается около 5 томов. Сам, Харазия скрылся с места происшествия, это вы все знаете. Проведены много следственных действий, экспертизы назначены, на часть из них получены ответы. Есть еще много мероприятий, которые необходимо проводить. Уважаемые депутаты, предварительным следствием по настоящему уголовному делу установлено на сегодняшний день и выполнены следующие следственные процессуальные действия. Так, 19 декабря 2024 года, примерно в 13 часов 10 минут, в зале заседаний Народного собрания парламента Республики Абхазия
в ходе заседаний Комитета Народного собрания по экономической политике, реформам и информационным технологиям по обсуждению законопроектов в сфере запрета использования оборудования по добыче майнинга криптовалют произошел конфликт между депутатами Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварчаканом Валерьевичем и Харази Адгуром Рафетовичем, в ходе которого депутат Харазия на почве внезапно возникшей личной неприязни, имевшегося при нем огнестрельного оружия, пистолета неустановленного образца с целью совершения умышленного убийства депутата Кварча общеопасным способом произвел не менее 4 выстрелов, вследствие чего находившийся на линии стрельбы депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Галанза Вахтанг Владимирович получил огнестрельное ранение в левую боковую поверхность грудной клетки, от которого скончался. А депутат Кварча сквозное огнестрельное ранение мягких тканей головы, сквозное внутрисуставное огнестрельное ранение левого плеча. После совершенного преступления депутат Харазия скрылся с места происшествия, не доведя свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам ввиду своевременно оказанной медицинской помощи Кварче. 22 декабря 2024 года подозреваемый Харазия органом предварительного следствия объявлен в розыск, исполнение которого поручено Управлению уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия и Службы госбезопасности Республики Абхазия. В ходе происшествия, имевшего после совершения указанного преступления 19 декабря 2024 года, следственные органы выехали на место происшествия. По результатам был произведен осмотр места происшествия по зданию Народного собрания парламента Республики Абхазия, в ходе которого были обнаружены и изъяты пятна с образцами вещества бурого цвета, похожие на кровь, множественные микрочастицы волокон ткани, 2 стрелянные пульсы и 4 гильзы, которые были органом предварительного следствия изъяты и упакованы как того требует законодательство. Заключение баллистической экспертизы по изъятым в ходе осмотра места происшествия 4 гильзам установлено, что они являются пистолетными патронами образца 1951 года калибра 9х18 и были стреляны из оружия соответствующего калибра. Гильзы представлены на исследовании, идентичны между собой и стреляны из одного экземпляра оружия соответствующего калибра. 19 декабря произведен осмотр трупа голландца с участием врача-хирурга Какали, в ходе которого установлено, что по задней подмышечной левой линии обнаружено повреждение, ушитое 4 швами, предположительно входное отверстие. По задней подмышечной правой линии обнаружено повреждение, ушитое 4 швами, на момент осмотра предположительно выходное отверстие. 19 декабря 2024 года органам следствия назначена судебно-медицинская экспертиза на предмет исследования трупа голландца и назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении Кварча. 20 декабря произведена выемка насильных вещей голландца и Кварча, по которым органам следствия произведены токсикологические и биологические экспертизы. 23 декабря у свидетеля Кварча изъята стрелянная пуля, обнаруженная последней в верхней одежде Кварча, которая, согласно выводам баллистической экспертизы, является частью патрона калибра 9х18 и была стреляна из оружия соответствующего калибра. Представлены на исследовании пули и 2 пули, изъяты в ходе осмотра места происшествия, идентичны между собой и были выстрелены из одного экземпляра оружия соответствующего калибра. 30 декабря в ходе производства обыска по месту жительства Харазия, расположена в селе Багмаран Гуларбшского района по улице Дгебе, дом 5, были обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, автомат М16, пулемет РПК системы Калашников, боеприпасы и взрывные вещества. Так, заключением экспертизы установлено, что изъяты в ходе обыска в доме Харазия ручной пулемет Калашникова калибра, автомат американского производства М4 за калибра 5,56 относится к категории боевого нарезного огнестрельного оружия, которые технически исправны и пригодны для производства выстрела, а также патроны в количестве 467 являются боеприпасами и относятся к военным патронам калибра 5,45 образца НАТО и используются в оружии соответствующего калибра. 21 декабря 2024 года в УР МВД Республики Абхазия и УВД по городу Сухум направлены поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемых Харазия, а также орудия преступления, маршрута передвижения по пути отхода с места происшествия, на которые получены ответы органов. 24 декабря направлен запрос в Службу госбезопасности о получении сведений о пересечении государственных границ подозреваемых Харазия, ответ на который по настоящее время не получен.
30 декабря 2024 года в УР МВД Республики Абхазия, СКБ УВД по городу Сухум направлены поручения о производстве оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения подозреваемого Харази, орудия преступления, установление обстоятельств снятия денежных средств в размере 3 миллионов рублей со счета Харази, открытого в банке Сбербанк Абхазии по доверенности на имя его сына Харази Нарсом Адгуровича. Цели их расходования, которые получены промежуточные ответы. 14 февраля в УР МВД СКБ УВД города Сухум направлено поручение производства оперативно-розыскных мероприятий на установление местонахождения подозреваемого Харази и орудия преступления, на установление лиц, которые после совершения преступления пытались связаться с Харази в период с 19 по 22 декабря 2024 года, а также проверки возможности укрытия Харази в селе Аватхар Гудаутского района, на которые получены промежуточные ответы. 8 апреля 2025 года по результатам прослушивания телефонных и иных переговоров круга близких друзей и родственников Харази в УР направлены поручения по производству оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление орудия преступления, установление обстоятельств разговора между подозреваемым Харази и потерпевшим. Органам представительного следствия направлены поручения о возможном его нахождении в горной местности Аданка, ответы на которые до настоящего времени не получены. В ходе производства предварительного следствия допрошены свидетели, в том числе и сотрудники аппарата Народного собрания, депутаты Народного собрания. В настоящее время, значит, 19 декабря 2024 года, 30 января 2025 года, 25 марта 2025 года спикеру Народного собрания значит, направлены письма с просьбой явки в следственные органы для дачи показаний следующим депутатам: Ашуба, Джопу, Арштуни и Минасян, которые по настоящее время не явились. По поводу того, кто не явился, да, коллеги наши, до этого допрашивались депутаты? Не, я назвал тех лиц, которые вообще не допрашивались в рамках уголовного дела. Есть кто пришел, но отказался в протоколе, что он... А есть кто вообще не пришел, поэтому... Должен был ответ быть, это пересечение границы. Мы поручения направляем оперативным розыскным органам, и впоследствии они исполняют наши поручения и направляют. Ответ не получен, что имеется в виду? Ну, не исполнен пока в настоящее время. То есть оно может... На стадии исполнения, но в настоящее время не получены результаты. Еще, значит, нами было направлено представление в Верховный суд о возбуждении уголовного дела 2 эпизодов по незаконному ношению, приобретению и так далее, хранению оружия. То есть это, в первую очередь, это тот пистолет, который он использовал как орудие преступления. Мы на тот момент не возбуждали, потому что мы еще не знали, оно зарегистрировано, не зарегистрировано. То есть это один эпизод. И второй эпизод, по которому в доме у него, в селе Багмаран, было найдено, обнаружено, изъято большое количество оружия и боеприпасов. То есть вот 2 эпизода. В Верховном суде мы получили заключение. Далее мы направили ваш адрес, в парламент. Да, если можно, отвечу, посмотрим. С своей стороны мы мешать не будем, в смысле, оно будет на самом деле. Просто возникли спорные ситуации именно юридического толка. Лишили мы непосредственно неприкосновенности нашего коллегу или не лишили? Нет, неприкосновенности. Неприкосновенности, говорю, я... Да. Законодательство требует в случае изменения квалификации деяний вновь обращаться к этой статье и проходить нужную процедуру. Ну да, я помню. Но если вы помните, вот здесь было обсуждение, если мы его лишаем сегодня неприкосновенности, на тот момент неприкосновенности, зачем к этому возвращаться, да. Да. Потому что ухудшается его положение, мы дополнительно возбуждаем 2 уголовных дела и будем объединять. Я понял, я вашу точку зрения полностью понимаю. Депутата, и он не лишен. Я не в плане спора, я вашу точку зрения полностью сейчас закончу, полностью понимаю. Я просто хотел напомнить, беседа, которая тогда была, мы считали, что одним решением, грубо говоря, мы лишаем неприкосновенности наших коллег. У вас иная позиция, да. Но в любом случае, нет. Да, я вас понял. В любом случае, с нашей стороны проблем не будет, мы это вынесем и сделаем, да. Но я к тому, что, насколько я понимаю, сегодня работать это никому не мешает.
совместно со службой госбезопасности, другими органами, которые необходимы для того, чтобы сегодня этого человека можно было бы найти, мы все необходимые мероприятия проводим. При этом хочу сказать, что помимо территориальных органов в этом поиске задействованы и наши коллеги из Российской Федерации, которые активно нам помогают. В принципе, в каком формате почти ежедневном мы обмениваемся информацией по возможному пересечению госграницы, по возможному обнаружению по техническим средствам его на территории Российской Федерации. При этом здесь, на территории Абхазии, проводится весь комплекс имеющихся сегодня возможностей службы госбезопасности. Это как бы отдельно они свои будут говорить, но тем не менее служба госбезопасности и Министерство внутренних дел. Более подробно, скажу так, Тимур Адамурович, вы имеете определенную практику оперативной работы. Углубляться в некоторые вопросы, к сожалению, мы не можем, потому как они имеют определенную свою специфику. Да. Но могу заверить, что работа ведется достаточно активная. Есть определенные наработки, серьезные наработки, на которые мы сегодня опираемся и надеемся, что будет в ближайшее время результат. Профильные службы ВДВ занимаются всеми необходимыми моментами получения оперативно значимой информации для установления местонахождения гражданина Харази. В отношении поручений тоже хотел бы сказать, что действительно с учетом уголовного дела с Генеральной прокуратуры поступают поручения, часть из которых уже выполнены. В отношении некоторых поручений продолжаются мероприятия. В ближайшее время прокуратура надлежащее. Ну, относительно пересечения госграницы, насколько я знаю, там даны две государственные границы с обоих сторон. Гражданин Харази получается, пунктом пропуска не проходил. Это на тот период, да? Это данные наших органов или российских? Я могу скорректировать, это официальный ответ, наверное, скорее всего, который был дан прокуратуре, но я обратно повторяюсь, что мы фактически в ежедневном порядке держим на контроль пересечение данным гражданином территории, ну, то есть границы с территорией Республики Абхазия во все стороны. То есть МВД этим ежедневно занимается, у нас есть свои контакты определенные, это идет в живом режиме, всегда взаимодействие с непосредственно уполномоченными сотрудниками, которые нам помогают с российской стороны. Фактически все понятно, что база данных по пересечению, она находится, как говорится, в наших российских. Постоянно мы проводим, конечно, мы постоянно проводим проверку, то есть вживую сотрудники связываются, ну и комплекс, другой очень большой комплекс мероприятий, технических мероприятий, которые сегодня у нас в принципе есть в доступности, так скажем, да, он проводится, но если говорить по существу, однозначно за пределы Республики Абхазия в сторону Российской Федерации этот человек пока не выехал, точно знаю. И больше чем уверен, что и в другие стороны тоже. Как бы есть предположение, что человек находится здесь, на территории Республики Абхазия. Обратно же говорю, что наработки есть серьезные, которые имеют определенный гриф. Сейчас разглашать мы их не можем. Но я больше чем уверен, что в самое ближайшее время у нас должен быть результат. По-другому у нас не получится. Я еще раз хотел бы отметить, у нас, до нас доходят разного рода, так скажем, слухи и все остальное, как наши сотрудники там пытаются каждый по-своему преподнести информацию о розыске. Но хотел бы вам заверить, что в работе по данному направлению задействована отдельная категория сотрудников, которые, в принципе, для них самое главное – это секрет того мероприятия, которое они проводят. Потому что это очень важно. Любая информация, которая может уйти сегодня от наших сотрудников, она может помешать. Потому что человек, вы понимаете, человек скрывается, он постоянно будет уходить, если будет получать информацию, что мы где-то рядом. То есть для этого обозначено, что со стороны Министерства внутренних дел, что со стороны службы госбезопасности отдельная категория сотрудников, которые уже проверены, изучены соответствующим образом, подготовлены и на самом деле, наверное, самые лучшие специалисты, которые у нас есть. Ситуация, она может быть по-разному
она может и в течение часа все решиться, может, понимаете, то есть, здесь это, я обратно обращаюсь к вам, как к человеку, который имеет большой опыт оперативной работы, и вы знаете, как это выглядит. То есть, как бы я, соответственно, хотел, чтобы это было быстрее, но так не всегда бывает. Не всегда бывает. Но обратно же, если вернемся в характерную, так скажем, черту этого человека самого, от этого тоже много чего зависит. Есть разные люди, конечно же, с кем проще, с кем сложнее. Человек, который мало от чего зависит, так скажем, в жизни, да, вот, с ним работать всегда нам сложнее. Если был бы стандартный преступник, мы знаем, есть определенные, так скажем, у него зависимости были бы, уже бы давно все, высунул бы свою голову, ну, как бы, если говорить на народном языке. Я считаю, что здесь вопрос такой, очень тяжелый. Здесь я, насколько знаю, я лично сейчас не общался, но семья очень возмущена. И понятно, почему возмущена. Здесь общество возмущено. Целого депутата в парламенте расстреляли. Вместо того, чтобы это должно быть первым вопросом, где в СВБ, прокуратура и МВД должно все вместе сработать. Даже для того, чтобы во избежание будущих, возможно, последствий, потому что последствия могут быть очень тяжелыми и очень страшными. Потому что в каждой семье, непосредственно кто так или иначе замешан в этом деле, растут молодые люди. Вы за полгода человека не можете найти. Вам когда нужно, вы сразу всех находите. Прямо сразу, неделя, месяц, полгода прошло. Это что такое? Это, во-первых, и для него, наверное, хорошо будет. Отец за сына не может отвечать. Если он даже что-то натворил, так наш коллега, дети его должны спокойно жить, семья его должна спокойно жить. Семья Вахтанга должна быть спокойно жить. Ну, ясно, вы как-нибудь, ну, если за меня там страна не беспокоится, за мою семью не беспокойтесь, я сам как-нибудь побеспокоюсь. Но хоть за других подумайте. И я считаю, что, Адамович, как парламент, мы не можем просто сказать, когда вы это завершите. Я думаю, что уже пора, время пришло поставить некие временные рамочки. Да. Потому что это бесконечно невозможно, чтобы это, знаете, вот эта эпопея продолжалась. А потом уже у нас тоже есть некие полномочия по итогам работы наших министров или еще кого-то, я не знаю, кто там будет задействован, тоже какой-то вывод сделать. Коллега Чуди, Зигинес Яхаябхуги, Агвацергарстахуп, Избанзера, нас Ванзас Шалатшевизипш, а вот Шаргана Халума, ветеран Шаргана Халума, Кутола Ката Яльяз, интеллигенция Аргана Халума, Юпуп Дарадза, и Хараку, Агунанзерафа, да нас излашавякуз Хайчаверан, свои бра Кан Валерьевич Шейх Хазипш, насас, Яхатыпква, Анкылара, Аус, Ашауга, Ус, Уицас, Ирзаду Мулазар, Ваджканас, Яха, Инарик Заус, Бартот Тыпква, Дарадза Насыху, Джекнас, Рала Шавиша, Кичакала Ипу, Убрехнут, Ахара Кахсойт, Жуар Рейзера, Агана Хала, а депутат Шарих Зала, Абриус, Яхин Залшо, Ахац Гулара Арпшна, Яхин Зохтов и Шохтов, Аус, Атуханза, Анагара.